Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Иршов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. В республике отметили День сотрудников органов внутренних дел. Наиболее отличившимся правоохранителям вручили государственные и ведомственные награды. Майор полиции, капитану полиции Баршигову Абубакару Хумайновичу. На территории Уфсин по Чеченской Республике открылась мечеть на 250 человек. Торжественную церемонию посетил муфтий региона. В мечети сердца Чечни возобновились уроки шейха Исама ат-Туниси. Посетить лекции известного ученого может каждый желающий. Эти научные заседания поистине представляют собой интеллектуальное возрождение в этой благословенной стране. В Чеченской Республике отметили День сотрудников органов внутренних дел. Торжественное мероприятие прошло на территории регионального управления МВД. В праздничной церемонии приняли участие министр внутренних дел Аслан Ирасханов, помощник главы региона, секретарь Совета безопасности Адам Кадыров и другие официальные лица. Подробнее расскажет наш корреспондент. В торжественном построении приняли участие помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности Адам Кадыров, министр внутренних дел региона Аслан Ирасханов. Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выступая перед личным составом, Аслан Ирасханов напомнил, что у истоков становления ведомства стоял первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров. Он подчеркнул, что под руководством Рамзана Хаджи Кадырова регион стал одним из самых безопасных в стране. Сегодня в очередной раз отмечаем наш профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. МВД по Чеченской Республике достигнуты высокие результаты в оперативной служебной деятельности, которые стали возможны благодаря первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмаду Абдулхамидовичу. После прошла церемония награждения отличившихся сотрудников. Указом президента Российской Федерации заместитель министра внутренних дел Республики Дени Айдамиров отмечен медалью за отличие в охране общественного порядка. Полковник полиции Айдамиров Дени Денилбекович, заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике, начальник полиции. Также государственными и ведомственными наградами отмечен ряд сотрудников органов внутренних дел. Среди них медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, медаль за отвагу, орден Кадырова и другие высокие награды. Майор полиции, капитану полиции Баршигову Абубакару Хумайновичу. Сотрудники МВД ежедневно выполняют служебный долг с честью и ответственностью. Их работа укрепляет безопасность и поддерживает стабильность в регионе. Висхан Закриев, Ибрагим Батаев, «Неделя». В ЧГТРК «Грозный» прошел финальный этап чемпионата Чеченской Республики по быстрым шахматам среди школьников. Мероприятие посетили министр по физической культуре и спорту региона Ахмат Кадыров и помощник главы республики, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Победители получили ценные призы от генерального партнера соревнований компании «Триколор» и денежные вознаграждения. Также здесь подвели итоги Кубка СКФО по быстрым шахматам. Турнир проходил по швейцарской системе в 8 туров. Участие принимали опытные гроссмейстеры. Победителем стал Заур Текеев из Ставропольского края. Он получил 150 тысяч рублей и ценные призы. За второе и третье места участники получили денежные вознаграждения, а также подарочные наборы. Мы, конечно, приятно удивлены уровнем наших гроссмейстеров, скажем так. Было много болельщиков, наставников, родителей, которые болели, поддерживали. Вся команда первого президента Ахмата Хаджи Кадырова дала она фокусирована по поручению главы республики и на развитие всех видов спорта и всех других направлений. С таким командиром, как Рамзан Мачка, никаких проблем не составляет. Федерация шахмат, она прилагает усилия для того, чтобы вырастить новых специалистов, мастеров в этом. С
Советник главы региона муфти Салах Хаджи принял участие в международной конференции и выставке, посвященной вопросам организации хаджа в этом году. Форум проходил в Саудовской Аравии под эгидой Министерства по делам хаджа и умры. Отдельно говорили о подготовке к паломничеству мусульман из России. По итогам переговоров подписано соглашение, предусматривающее повышение качества сервиса и улучшение условий для верующих. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. قومي مخوي ويا مكادو سيلا يوش مكادو قزاها ويا خير منستر بديلام خارجي عمري خير منستر سان ووشا قيتر نستلا ويا حاجة لين بلخش باش بالكيتشم شوقعها خزنا بيوش بول بو قارس من مصو اور برت بو خير وصلوا شوي ويبلنياتيو ويدا هر قزاح قزاح فون هر يوش الدوش طول مقار هوشا قال بو تعاشيكو يوش خزنا بيوش بول بو يبولغا وای پاچا رمضانش در آل شوی ز قصد داشتول گرگل ولنا قیر پاچا آلکو وای پاچا داشتول سی از بالخند ایدیانا آن دا اتونش بولشه مسوا اغوره وچ یخلوش بال بو قیر اشتا یوغت اقا سمو یحار الا یوغ قیر سمو یشقه وای مخکوشکه سمو یعیزش یوغ اقایقم دبعار الا یوغ قایقم کل باقوی Конец января массовый паломник системе ввести вина шеша систем чак дaqavлар yolшу hayollar ячеш бог. Сондера хажалда ниет толш болсак, кеха чудал ниет толш болсак, ака вайн хагуш болш бол, ох заман барам цана вайлару диешлух. В Грозном завершилось строительство мечети на 250 человек. Она построена на территории управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На церемонии открытия присутствовал советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев. Репортаж Висхана Закриева. Мечеть названа в честь шейха Шахида Ильяса Биноевского, верного мюрида Кунта Хаджи. Она рассчитана на 250 верующих и расположена на территории Уфсин. Открытие святыни проходит в торжественной обстановке. На мероприятии приняли участие советник главы республики муфти Салах Хаджи Межиев, начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказания Ахмед Адаев и сотрудники ведомства. Я приветствую вас на торжественном открытии мечети имени шейха Ильяса Биноевского. Проповедника, богослова, учения которого были направлены против проявления любых форм насилия. Это событие имеет огромное значение для нас, ведь мечеть – это не просто место поклонения Всевышнему, но и центр духовного роста. В свою очередь Салах Хаджи Межиев поздравил сотрудников Уфсин с этим важным событием, отметив особую роль главы республики и регионального общественного фонда в строительстве религиозных объектов. Цундер бахой, хастам чоба без, хастам дэгц, арняма дуйл хуш бе, цуна маттац баш болчуна, укрдоштац, дэгц хадиз, маттац дал хастам бабез, диа мejens, дикхер ал'амал арсан нисейез, дал қобу са долер междик, масу междик, масу дейл хусум. В ходе мероприятия начальник Уфсин Ахмед Адаев передал благодарственные письма и подарки муфтию республики и главе региона. После официальной части гости осмотрели новую мечеть, в которой сегодня совершили первую пятничную молитву. А перед этим муфти прочитал хутбу перед собравшимися. При поддержке фонда Иштин Маждик Дур, Вайгер Массергер, Рейз Хильмассарна, В завершение верующие прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев, Неделя.
В Грозном прошло открытие 4-го молодежного слета амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие прошло во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. На церемонии открытия присутствовали помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, ректор ЧГПУ Исмаил Байханов и ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. О чем говорили на большой встрече, расскажем в нашем сюжете. В этом году мероприятие собрало около 500 студентов и их кураторов со всей страны. С приветственным словом выступил помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он подчеркнул важность единства народов России и отметил, что межнациональное и межконфессиональное согласие всегда были опорой государства. Приветствую вас всех в столице Чеченской Республики, в городе воинской славы, Грозный, где мы сегодня собрались. Мы вам очень рады. Поэтому от лица всех нас, участников, организаторов форума, в первую очередь хочу поблагодарить главу Республики Рамзана Кадырова за эту возможность проведения таких мероприятий. Желаю всем успехов, удачи. Еще раз спасибо вам большое, что вы приехали. Вы настоящие молодцы. Яркий концерт с участием звезд чеченской эстрады открыл деловую часть программы. После участники обсудили развитие движения амбассадоров и будущее системы среднего профессионального образования в рамках пленарной дискуссии. 4-й молодежный слет «Амбассадор Профессионалитет» продолжается в стенах ЧГПУ. Участники обсуждают ключевые направления развития проекта и его популяризации среди студентов. Пленарное заседание прошло в формате живого диалога и презентаций. Параллельно в аудиториях активисты провели обучающие занятия, делились опытом и знаниями. Мы хотим, чтобы у ребят была возможность, во-первых, пообщаться между собой, обменяться опытом, потому что мы проводили исследования, и одним из важных таких моментов ребята говорили о том, что им не хватает вот этого вот общения между собой. Они хотели бы делиться опытом, они хотели бы приобретать новые какие-то компетенции, поэтому вся наша программа как раз-таки настроена на это. Федеральный проект «Профессионалитет», стартовавший в 2022 году, охватывает 86 регионов России и объединяет более 1500 образовательных организаций. С 2025 года он будет реализовываться в рамках национального проекта «Молодежь и дети». К 2030 году количество кластеров планируется увеличить до 4000 предприятий. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев, Неделя. «Помоги коту пережить зиму». Акцию с таким названием инициировала руководитель проекта Women in Islam Хутмат Кадырова. С окончанием осени и наступлением холодов уличные животные оказываются особенно уязвимы, а столичные приюты в настоящий момент переполнены. Организаторы призывают всех неравнодушных брать бездомных животных домой, закупать для них корм или оказывать финансовую поддержку. Все отчеты о проделанной работе и фото животных будут регулярно публиковаться в соцсетях проекта Women in Islam, где можно будет проследить судьбу каждого спасенного питомца. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова состоялась презентация сборника произведений, посвященных первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Авторы труда, а их более 30, рассказывают о национальном герое в стихах и поэмах. Об этом наш следующий сюжет. Сборник содержит стихотворение, посвященное первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Работа над книгой велась в течение 6 месяцев. В издание вошли произведения различных авторов республики. На презентации книги «Онах Чундош» собрались известные поэты, общественные деятели, члены Союза писателей республики и студенты. Цанна туагахур ишколи цатмо ишдакаячи акца мероприятие кечен бечрена яхаячен бой барсундела от эрихкан эзеркенчна ялбай арбай ой диешер инмон министерство да хожба дайловый цинголан ишколшдакачуш. Участники обсудили работу над книгой, ее важность для подрастающего поколения. Затем собравшиеся прочитали стихи из сборника. Книга издана для образовательных учреждений. Чтобы ознакомиться с ней смогли школьники и студенты. Висхан Закриев, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев. Неделя.
В Грозном возобновились занятия по изучению исламских наук под руководством шейха Исама ат-Туниси. Уроки известного богослова, которые проходят в мечети сердца Чечни, может посетить любой желающий. Сложные темы ученый объясняет в доступной форме, благодаря чему его лекции вызывают большой интерес как у молодежи, так и у старшего поколения. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. В центральной мечети Грозного вновь проходят лекции шейха Исама ат-Туниси. Урок проводится по предмету терминология хадисоведения и посвящен разбору одного из видов хадиса. Мы остановились на обсуждении вопроса о таватуре, множественной передаче хадиса. До этого мы привели несколько вступительных замечаний, среди которых следующее: разделение хадисов на ахад, переданные отдельными лицами, и мутаватир, переданные множеством. Это, по сути, вопрос усульский, то есть вопрос, рассматриваемый в науке усуль аль-фикх, основ исламского права. Занятия собрали десятки слушателей, от студентов до пожилых прихожан. Верующие внимательно следят за разъяснениями шейха, фиксируя каждую деталь. Под руководством из благословения Духовного управления, а также непосредственным надзором достопочтенного муфтия Чеченской Республики шейха Салаха Межиева было принято решение и достигнуто соглашение о проведении разнообразных научных собраний в мечети сердца Чечни. Эти научные заседания поистине представляют собой интеллектуальное возрождение в этой благословенной стране. Слушатели отмечают пользу уроков и возможность применять изученное в повседневной жизни. دلا حق شيخي جاها مسو علما مسو أغو شلا تور حديث خل فقه تاق أصول فقه جود وق علم استجوت من بق بيدا بول ترتعشت ما خواتين ترتعن تعليل يزني عطيش نسقى أقو شربات دحر أوراق إلى الترمذي أورجيندر تغنى مصطلح حديث علما جانوزة النظر بوشتور جيندر أخ بايد بيركت ديس داش بايد جوابو. Занятия проходят еженедельно в понедельник, четверг и субботу. Они открыты для всех желающих. Темы уроков охватывают различные аспекты исламских наук. Возобновление занятий имеет большое значение для всех, кто стремится к знаниям и духовному росту. Уроки шейха Исама ат-Туниси помогут мусульманам республики сохранить свою веру и передать ее следующим поколениям. Хава Ахмадова, Сайдамин Ибрагимов, Муса Халидов. Неделя. Между Россией и Саудовской Аравией заключено соглашение об организации хаджа на следующий год, а популярный нигерийский исполнитель принял ислам. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Исполнитель из Нигерии, а также обладатель премии Грэмми Демини Огулу принял ислам. По словам артиста, он решил стать мусульманином после нескольких лет размышлений и поиска смысла жизни. По мере взросления он испытывал все больше духовного смятения. Когда уже во взрослом возрасте он узнал об исламе, то был поражен ясностью и простотой этой религии. Два крупнейших города Ирана, Тегеран и Мешхед, столкнулись с критическим дефицитом воды. Чтобы сократить потребление, в Тегеране ограничили подачу воды в домах в ночное время. Президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что не исключает эвакуацию жителей, если дожди так и не пойдут до Нового года. Причиной дефицита стала беспрецедентная засуха в Иране. Почти в половине провинций страны осенью не выпало ни капли дождя. Уровень осадков стал минимальным за 100 лет. Израиль собирается снести жилые дома палестинцев и построить на их месте мусоросжигательный завод. Жители домов и владельцы сельхозугодий в одной из деревень уже уведомлены о том, что их недвижимость будет конфискована к концу ноября, а они сами выселены. Власти Израиля снесут часть разделительной стены и конфискуют около 32 акров земли, включив ее в административные границы Иерусалима. На этой территории расположены 7 многоквартирных домов, где живут сотни людей. Российская Федерация и Саудовская Аравия заключили соглашение о проведении хаджа на следующий год. Подписание документа состоялось в Джидде. Соглашение подтверждает, что квота для российских паломников сохраняется на уровне предыдущих лет и составит 25 тысяч человек. Это число определяет максимальное количество граждан России, которые смогут совершить хадж в следующем году. Ранее саудовские власти приступили к реализации масштабной реконструкции Мекки в рамках проекта «Ворота короля Салмана». На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать помощь жителям сектора Газа. В рамках новой благотворительной акции более 500 учащихся религиозных школ получили школьные портфели, укомплектованные учебными принадлежностями. Кроме того, 40 преподавателей получили финансовую поддержку. Сегодня мы находимся в религиозной школе Ат-Табин Аш-Шария вместе с нашими дорогими детьми и учениками, которые изучают шариатские науки, Коран, хадисы пророка, мир ему и благословения, его жизнеописание и другие дисциплины, а также светские предметы, естественные науки и математику. Благодаря щедрому пожертвованию от чеченского народа мы сегодня распределяем школьные сумки и канцелярские принадлежности среди учащихся. Акция проходит в рамках масштабной гуманитарной миссии фонда, стартовавшей в августе текущего года. Тогда в сектор Газа было доставлено свыше 50 тысяч порций готовой еды, сотни тонн продуктов питания и питьевой воды. Мы выражаем глубокую признательность чеченскому народу за их поддержку сектора Газа, как моральную, так и материальную, и за их участие в продолжении образовательного процесса, несмотря на все трудности, особенно в этом пострадавшем регионе сектора Газа. Ко дню работников Сбербанка в офисе исламского финансирования прошел День открытых дверей. В рамках мероприятия для учащихся школ хафизов Грозного организовали экскурсию. Ребятам рассказали о разнице между классическими и исламскими банковскими продуктами, а также об истории принятия закона номер 417 о партнерском финансировании. Хочется отметить, что открытие офиса исламского финансирования Сбербанка Чеченской Республики стало возможным только благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову, главе Чеченской Республики, Героя России. К Международному дню слепых в Грозном прошла благотворительная акция, организованная Чеченским региональным отделением Союза женщин России совместно с Чеченским отделением Всероссийского общества слепых. Для детей с нарушением зрения провели экскурсию по достопримечательностям столицы. Ребята посетили цветочный парк, прогулялись по бульвару имени Махмуда Исымбаева и побывали в центральной мечети «Сердце Чечни». Также для ребят подготовили сладкие подарки. Мы, Чеченское региональное отделение Союза женщин России, взяли сами лет 5 тому назад шефство над школой-интернат слабовидящих, слепых детей и постоянно с ними взаимодействуем, проводим совместные мероприятия, всевозможные акции. И сегодня тоже решили, и не только сегодня, но мы ежегодно это делаем, стараемся какую-то маленькую радость организовать для наших детишек. Сегодня было очень красиво, нам всем очень понравилось. Мы с моими друзьями очень хорошо провели времяпровождение в нашем любимом городе Грозном. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.